Сегодня профессиональный праздник отмечают спасатели. 27 лет назад в России был создан соответствующий корпус. Тогда в него вошли всего 17 человек. В наше время это пожарные, кинологи, врачи, психологи, альпинисты, горноспасатели и летчики. В уходящем году они оказали помощь миллионам граждан. В 17-м нашу республику стихия испытала на прочность во время весеннего паводка и лесопожарного сезона посредством исключительного телеобращения тех, чье мастерство и мужество всегда в почете, поздравил президент России. Уважаемые друзья, рад поздравить всех сотрудников и ветеранов МЧС России с праздником, Днем Спасателя. Поблагодарить вас за труд, мужество, благородство и профессионализм. Подразделения МЧС всегда находятся в высшей степени готовности. Первыми приходят на помощь, оказывают поддержку, выручают тех, кто столкнулся с бедой, со стихией, с последствиями техногенных катастроф или вооруженных конфликтов. Каждая нештатная ситуация требует от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принять единственно верное решение, действовать умело и результативно в любой, даже самой тяжелой обстановке. Эффективность, надежность, блестящая подготовка российских спасателей известна не только в нашей стране. Именно так грамотно и оперативно вы действовали и за пределами России. При ликвидации крупных пожаров, последствий других ситуаций чрезвычайного характера. Крайне важное направление вашей работы – проведение международных гуманитарных акций. Убежден, что сотрудники министерства и впредь будут беречь и укреплять славные традиции ведомства, воспитывать на них молодежь, повышать качество взаимодействия служб и подразделений, укреплять партнерские контакты с зарубежными коллегами, достойно и добросовестно служить России. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого наилучшего. И, конечно, поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Спасателей поздравил и Сергей Гапликов. Он отметил хорошо налаженную ими профилактическую работу, благодаря чему сокращается количество пожаров, число чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.